Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся сейчас в Кайтебоже. И здесь мы начали строительство вот такого одноэтажного дома-бани. Дома с банным помещением. Я вам покажу планировку обязательно и старт нашей работы. Здесь есть тонкости. Мы только делаем обвязку. Как правильно сделать обвязку, на что обратить внимание, я вам покажу и расскажу. Пойдемте. Внимание на наш пиломатериал. Пиломатериал первого-второго сорта. Красивый, свежий, чистый. Только из-под пилы. Нравится. Нравится. Доска на леса, на стропилку. Лаги половые мощного большого сечения. Вот мы видим. Брус стеновой непосредственно. Ну, можно оценивать, можно видеть эту красоту, которая будет превращаться в дом уже в эту красоту. И это видно. Есть строительная красота. Сначала полностью обратите взор. Видно, что аккуратность есть. Она есть. А теперь более конкретно. У нас дом на осваянном железобетонном фундаменте. Мощный, надежный, хороший фундамент. Потом идет рубероид, как гидроизоляция, чтобы пиломатериал не намокал, не брал влагу. И мощная обвязка 150 на 200 большого сечения. Класс, потому что вся масса дома будет переходить на данные брусья и уже максимально распределяться равномерно, более или менее, уже на свайное поле. То есть у нас нижняя обвязка мощная и вторая тоже будет мощная. Две мощных обвязки половых. То есть дальше половые балки будут сюда опираться, они же не должны прогибаться. Следовательно, нижний брус должен быть мощным. Ну и второй тоже. Масса на них давит и максимально равномерно передает нагрузку от дома на сваи. Тоже очень важно. Угловые соединения. Прошу вас отметить, что все стыковки идут только по центрам свай. Нигде брус не стыкуется в воздухе. Плюс стыковка идет на ребро. Не в лапу пропил, потому что вот пропилы делают вот так. И здесь идет ослабление бруса. Уменьшение его сечения. Зачем вот так вот делать? Мы пилим на ребро. Это видно. Стыковка по центрам свай. Прекрасно. Стыковка брусьев по длине. Тоже видно, как все аккуратненько. Тоже по центрам свай, до центра свай. Стыковка бруса по длине. Тоже по центру свай. И сшито все пластинами. А брусья между собой во всех угловых соединениях, это вот здесь лучше посмотреть, дополнительно скреплены усиленными уголками. Прихвачены, конечно, саморезами, но основную нагрузку держат вот эти глухари с мизинец толщиной. Там забуриваются и мощно держат. И так каждые угловые соединения здесь можно видеть. Шикарно. Шикарно, работа идет. Четкость и профессионализм. Даже видно, как мастер по шнурке выбивает пластины. Вот такая деликатность. А самое интересное, это все скрытые работы. В дальнейшем сюда пойдет брус, половые балки. И ничего вот этого крепежного и даже узловых элементов, стыковок вы не видите. То есть вы даже не знаете, как мастера работают. Я это специально хотел бы вам показать. Само отношение, сам профессионализм, как работа идет. Это все скрытые работы. И наши мастера, Василий, гордо стоящий практически за моей спиной, профессионально выполняет работу. Ну, шикарно, нравится. Нравится, то есть воочию, то есть можете посмотреть, есть чем похвастаться. И профессиональный взгляд, строительный профессиональный взгляд, ну, думаю, это оценит.
Шикарно. И обратите внимание еще на свайное поле. Везде сваи стоят только под несущими стенами. И единственная свая, да, стоит по центру. Вы скажете, для чего? Я вам отвечу, что здесь пойдет тоже несущая стена. То есть у нас все сваи под несущими стенами. Тренд ошибок – то, что сваи закручивают там, где не нужно. Например, есть несущие стены, под ними нужны сваи обязательно. И есть самонесущие стены, то есть внутренние какие-нибудь перегородки облегченные. Или просто балку под пол кидают и под нее сваю. Этого делать не нужно. Почему? На несущие стены давит сам дом. А с земли сваю выпирает процесс пучения. То есть одно второе нивелирует, то есть стабилизирует. А когда свая просто выпирает и держит какую-нибудь одну перегородку облегченную или просто балку пола, сваю может выпереть, и тем самым в доме у вас образуется легкий бугор. Не надо где попало делать свайный фундамент. То есть только под несущими стенами. Иначе выпрет, так как на него не оказывается нагрузка. Вот так. Так, посмотрите, пожалуйста, планировку. Вот мы заходим на большую террасу. У нас здесь просторная комната с санузлом. А в банном отделении у нас раздевалка, душевая и парная. Очень интересный дом-баня. Все вместе, все так компактненько, уютненько, класс. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или баню, или дом-баню из вот такого шикарного пиломатериала, и вот с таким шикарным качеством обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Приходите с радостью, все расскажем, покажем, посчитаем, предоставим. Будем рады, если выберете нас для строительства уже вашего бани или дома бани мечты. Встречаемся на консультации. Пока-пока. Пока-пока.